да, высокого открытия, ну так, основа татары тоже. Да. Не Виктор, Лев Каган, а отвечаем Чулан Лев Каган, воинственного песни. Да. Меня пригласил Кирилл специально, чтобы рассказать, что мы возрождаем как раз православную татарскую традицию, именно татарскую. В чем она состоит и что мы делаем? Ну, естественно, мы молимся на татарском языке, частично или полностью. К примеру, снимаем Бог в храме, возрождаем традицию. Далее вот Шамаи. У нас есть такое искусство, это татарские молитвы на татарском языке православные. И далее, интересная тоже у нас такая традиция, это крестить своими родными именами. То есть не по сердцу, при желании. То есть нам дороги наши имена татарские. Вот, к примеру, такая традиция существует. Ну, у нас община вообще по всей России сейчас возрождается, и мы являемся точкой сбора православных татар. Почему? Потому что татар более 6 миллионов Российской Федерации, а татар активно крестится. Для нас это такая очень серьезная необходимость. И каждая община, она именно традицию возрождает на местах. Ну вот, собственно, наверное, коротенько я хотела об этом рассказать. И, конечно, хочу добавить, что поместные церкви у нас не должны существовать, должны и могут существовать несколько традиций. Это нормально и прекрасно. Ну, коротко, как... А где вы находитесь? Идея, я сейчас хотел спросить, вы стараетесь привнести в жизнь православных татар просто что-то как бы особенное, или именно возрождаете существовавшие татар разные, ну, древние обычаи? То есть, вот, например, при молитве в православном храме снимать обувь, это старинные обычаи татар, это Крешенов еще обычаи, или это все-таки уже что-то такое синкретическое, свойственное именно местности, где превалирует ислам, и это своего рода влияние? Понимаете, здесь, да, это в принципе для нас привычно, для всего татарского народа. И татары — это такой народ... Ментально. Да, ментально. Причем у нас так получается, что татары есть такая особенность, что вот ислама как такового у нас, можно сказать, нет. Догматические мусульмане — это всего лишь 3% от всех татар. То есть считается, что татары, иногда считают, что татары — это мусульмане, на самом деле это не так. Да, ну вот нам это вот дорого. То есть это чисто как бы культурное влияние такое? Да, да. И нам это привычно. Поэтому, когда мы Если, скажем, вы не изучали такую проблему, например, вот когда Иван Грозный крестил Казань, вот, и как раз Крешены, да, как сообщество такое, татар, которые приняли крещение, у них, возможно, конечно, было тоже какие-то особенности своего уклада. Кто-нибудь у вас занимается в вашей среде вот такими археологическими какими-то изысканиями, может быть, историческими, чтобы выяснить, какие были именно исторические обычаи у первых крещенных в православии татар? Может быть, как раз вы там найдете намного более интересные как бы для себя и приемлемые традиции, обычаи, и это будет иметь историческое преемство, это уже будет не что-то как бы новое и синкретическое с исламом, а как бы действительно вы чувствуете связь и преемство поколений на 500 лет назад. Вот, по крайней мере. Ну, вот знаете, вот были рождественские чтения, да, вот мы провели татарскую секцию в рамках рождественских чтений. Ну, это такое очень событие было яркое, потому что впервые. И как раз были доклады прочитаны, и эти темы тоже, конечно, затрагивались. И, в принципе, мы часто встречаемся, круглые столы делаем исторические. Тоже мы сейчас обсуждаем, думаем, как нам двигаться дальше. Еще, кстати, не сказала, что для нас близко византийский распев, мужской хор на литургии. То есть мы стремимся именно... Классические унисоны, гортанные, поэтому... Ну да, то есть нам это близко. Да. Когда мужской хор, нам это близко. Нам близко, когда византийский распев. Ну, два момента по поводу этого распева. Не совсем понятно или вообще непонятно, почему крещение семенами татарскими. Ведь мы покровителя имеем при крещении. Мы знаем, что Владимир был Василий в крещении, Борис и Глеб, Роман и Давыд
Почему бы не сохранять гражданское имя татарское, но все-таки крестить с именем святого, дабы иметь покровителя? Это первое. Второй момент. Мне кажется, все-таки мы тут не должны очень увлекаться. Тут должно быть как бы своеобразие, оригинальность. Просто будет слишком большой разрыв и нарушение ценностей. Все-таки я допускаю в каком-то объеме вот это вот наличие своеобразия, обусловленное национальным менталитетом, историей и так далее. Но все-таки здесь я усматриваю некоторую опасность, если это будет вот в каком-то таком большом таком объеме и как бы нарушит ценность православного сообщества членов Русской Православной Церкви. Можно я отвечу? По поводу сохранения имен. Во-первых, это не... Мы не считаем, что это обязательно. Да? Вот когда у нас татары крестятся, у нас недавно татарская семья покрестилась, и они пожелали сами полностью оставить свои родные имена, то есть не посвятно. И мы не можем, то есть разве можно отказать, допустим, для человека это является камнем преткновения? Это раз, да, то есть тем более есть такой момент, когда крестился, имя взял посвятцем, допустим, Екатерина, там, Александр. Потом, когда уже рождаются в христианской семье дети, уже от имени отцова отходишь. Ильдар, Марат, Эльмира. И уже называешь детей русскими именами. То есть это такое некое идет опустение, которое, я не говорю, что оно плохо и хорошо, просто кому-то оно очень даже... то есть татарам, большую часть татар хочется сохранить все-таки свои традиции. Это как бы некий такой код, что ли, имя свое. Но если человек этого желает, я считаю, что нет. Вопрос дискуссионный, скажем так. Ну, собственно, практика такая существует. Разрешите вот буквально два слова тоже чуть-чуть дополнить Динару. Да, вот, по татарскому вопросу. Первое, вот, хотел ответить на то, что говорилось про древность традиции или синкретизм. Хочу вам заметить, что никакого синкретизма здесь нет. Это древняя традиция снятия обуви, это христианская традиция. Основана она в том числе на словах Господа к Моисею: «Сними обувь, ибо место сие свято». И более того, эта традиция, она зафиксирована, она существует, насколько я знаю, в ряде поместных православных церквей и автономных православных церквей, вот в частности в Японии, там распространена. Вот, у значит, представителей старого обряда, будь то единоверцы или староверы, также эта традиция существует: снятие обуви и переобувание либо в тапки, либо вообще без обуви. То же самое, кстати, как и у православных татар. И, соответственно, многие традиции православных татар — это те же самые привычные для старообрядца традиции, например, омовение перед входом в храм, при входе в храм, омовение рук и лица, то есть, опять-таки, под руки коврики, чтобы не испачкать руки. Это также древние христианские традиции. Также у нас традиции мы старые возрождаем, которые связаны вот с воздеванием рук во время молитвы, некоторых молитв, в частности, «Отче наш». Что касается имен, это также старая православная традиция. Их было две, и очень важно не противопоставлять одну другой. То есть одна традиция — это действительно по святцам брать имена, а другая традиция — это крестить с тем именем, каким человека нарекли, а святого человек выбирает сам уже себе в жизни. То есть вот я, например, очень почитаю святого Серафимушку Саровского, но меня нарекли другим именем. Вот. И вот есть другая действительно традиция, это крещение с родными именами. Очень важно не противопоставлять одно другому, потому что есть действительно формула Августина Блаженного Аврелия: главным единством, второстепенное многообразие, во всем любовь. Вот именно поэтому, собственно, православные татары сюда и пришли. Более того, у нас есть своя версия появления и распространения старого обряда на Руси. То есть вот это наша версия, мы не навязываем ее, но мы считаем, что старый обряд на Руси — это татарский обряд. То есть у татар православие было задолго до Ивана Грозного, вот, и распространено это православие было еще со времен проповеди. Ассирийцы проповедовали сначала персам, потом тюркам, уйгурам на основе тех текстов. Вернее, для того, чтобы тексты евангельские распространялись, была создана уйгурская письменность. Еще эта письменность, она называется татарская письменность. Это письменность, которой пользовались во время создания империи Чингисхана и до хана Узбека, пока не произошло перехода на арабскую письменность.
И, соответственно, говоря о том, что в Золотой Орде было огромное количество христиан, это, скажем так, можно сказать, ничего не сказать, если так сказать. Если мы проанализируем, то их было не просто огромное количество, а очень гиперогромное количество. В частности, ханы. Есть свидетельство, что даже хан Баты был крещенным. Сартак был христианин, побратался с Александром Невским. Соответственно, есть огромное количество святых православных татар. И вот эта православно-татарская традиция во времена Ивана Грозного, она стала преобладать. Почему и закрепился на Стоглаве вот этот старый обряд. То есть она стала преобладать в силу чего? Золотая Орда распадалась, а православные татары массово мигрировали в Москву служить Третьему Риму. И, соответственно, они как бы составляли костяк конницы Ивана Грозного, они штурмовали Казань, и не только Казань. Вот, и поэтому это никакого здесь синкретизма. Более того, русская одежда, настоящая одежда, русская, которую забыли, это та же самая татарская одежда. То есть это те же самые тюбетейки, тафии, которые, конечно, при входе в храм надо было снимать, но слуги государевы, поскольку себя начали воспринимать как некий орден, опричники, они перестали снимать эти тафии, поэтому в Стоглаве было зафиксировано по поводу, ну, знаете прекрасно. Вот. И, соответственно, обязательно у нас мужской хор, неприемлем женский хор, неприемлем портесный хор, то есть это двуголосие, это одноголосие, это восточный распев, и это миссионерски оправданно. И, конечно, совместить, вот, когда произошло присоединение Западной Руси к исторической Руси, то есть воссоединение, о котором говорит Кирилл Фролов, надо было действительно как-то согласовать вот эти два обряда, то есть, условно говоря, назовем старый обряд татарским, а новый обряд там западным, да, их как-то надо было согласовать. Это согласование прошло не вполне удачно, к сожалению, на тот период, мы знаем, произошел раскол, разделение. Вот, на мой взгляд, на наш взгляд, православные татары как раз это тот самый фактор, который может в каком-то смысле способствовать возвращению в каноническое единство тех, кто вышел по тем или иным причинам. Да, спасибо Богу, спасибо Христос. Благодарим, спасибо Христос. Ну что ж, надо для баланса Алексея Васильевича ранее заявлено.